Алмазы Якутии. Они проходят путь от тяжелой добычи на рудниках до сияния на витринах Москвы и западных бутиков. Они могли бы обеспечить безбедную жизнь якутян, но стали фамильными драгоценностями семьи Николаевых. История Людмилы Николаевой, супруги главы республики, символ того, как богатство республики превратилось в источник личной роскоши. В 2021 году, когда в Намском Улусе сгорели дома, пострадавшим выплатили по 30 тысяч рублей. Людмила Николаева приехала разделить горе якутян с сумкой Бёрбери за 100 тысяч. Только один аксессуар первой леди Якутии оказался втрое дороже, чем помощь государства одной семье. С тех пор ее гардероб служит индикатором разрыва между властью и народом, демонстрируя уровень жизни, недоступный для 99% жителей республики. Сумка Ральф Лорен из кожи аллигатора – 4,5 миллиона рублей. Белая шуба Брунелло Кучинелли – 1 миллион 170 тысяч рублей. Кашемировый кардиган Брунелло Кучинелли – 700 тысяч рублей. Кожаный жакет Ив Сен-Лоран – 187 тысяч рублей. Шерстяная накидка Валентина – 100 тысяч рублей. Рубашка Брунелло Кучинелли – 150 тысяч рублей. Юбка Эрмано Шервино – 121 тысяча рублей. Платье Ральф Лорен – около 80 тысяч рублей. И это лишь то, что попало в объективы камер. Роскошь, несовместимая с реальностью Якутии. Практически любой предмет гардероба Николаевой стоит больше, чем якутянин получает за полгода жизни в селе. А может, Людмила Валерьевна – талантливый предприниматель? В 2020 году Николаева стала совладелицей арктической горной компании, позже «Алмар», параллельно занимая пост советника в Госбанке «Алмазергиенбанк», том самом, который кредитует «Алмар». Алмазному бизнесу Николаевой везде зеленый свет. Власти легко сняли охранный статус с природного резервата Бур. Недовольных и протестующих быстро наказали. Правозащитника Степана Петрова объявили иностранным агентом, а председателя Совета старейшин лишили должности. Бизнес-схема семьи Николаевых выглядит до боли просто. Муж у власти контролирует политику региона. Жена входит в бизнес, связанный с ключевыми ресурсами республики. Государственный банк финансирует ее проекты, а законы и статусы земель меняются под бизнес-интересы. Айсен Николаев говорит о патриотизме, борьбе с Западом и русском мире. А каждый выход Людмилы Николаевой в нарядах за миллионы – плевок в лицо народу, который считает каждую копейку, выбирая между едой и лекарствами, а зимние куртки покупает в кредит. И этому народу сверху кидают салфетку – компенсацию в 10-30 тысяч рублей после пожара или наводнения. Словно говоря, вытрись и молчи. И пока тысячи якутских парней лежат в окопах чужой войны, их жизнь оценивается дешевле, чем одна сумка из кожи аллигатора.